В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. В 30 населенных пунктах сегодня дали старт высокоскоростному интернету. Более 33 тысяч заявлений поступило от семей на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет в Якутии. Горячая пора началась у фонда капитального ремонта. Какие дома приведут в порядок в этом году? Эссе Халанхо, который должен был пройти в Алекминском районе в июне, решено перенести. Какая дата назначена и изменится ли место проведения? С начала года к высокоскоростному интернету подключили 30 населенных пунктов Якутии. В торжественном онлайн-мероприятии по запуску сегодня участие приняли глава СН Николаев и министр инноваций Анатолий Семенов. Жители получили доступ к современным телекоммуникационным услугам связи от Ростелекома. Это скоростной интернет, интерактивное телевидение, видеосервис Винг, видеонаблюдение «Умный дом» и другие. Разрешите запуск балконных физических фильмов республики Якутия 30 населенных пунктов запустить. Запуск разрешаю. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» планируется расширение сети высокоскоростных линий связи. Сейчас продолжается строительство оптоволоконных линий связи до Оленёкского района. А также расширяются сети на территории Мирнинского, Миконского, Татинского, Вилюйского, Ленского, Усть-Майского районов. Кроме того, ведется работа с Министерством связи России по строительству оптических линий связи на арктических территориях. Это результат огромного труда, высокого профессионализма, самоотверженности работников Ростелекома и его организаций. Они работали в сложнейших условиях пандемии, угрозы опасной болезни, мужественно выполняя свои задачи, невзирая на все трудности. Я очень благодарен всем вам, благодарен всей компании Ростелеком за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая дает возможность людям жить и трудиться в родных местах, чувствуя связь со всей республикой и со всем миром. В Госсобрании Илтумен завершился прием документов для формирования нового состава Общественной палаты. О процедуре и сроках рассказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Алексей Еремеев. В нашем случае вот сегодня в связи с коронавирусной инфекцией, которая у нас распространена и по республике, и в целом по миру, получилось таким образом, что Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия в соответствии с теми сроками, которые мы должны были соблюсти, 24 апреля объявило конкурс. Конкурс этот у нас завершился. 39 кандидатов подали документы. По предварительному отбору все не соответствуют для того, чтобы попасть в бюллетень для тайного голосования. Но мы все знаем о том, что у нас пленарные заседания пока проводятся в режиме видеоконференц-связи, поэтому сама процедура голосования не может быть произведена на сегодняшний день. В этой связи нами подготовлен проект закона Республики Саха-Якутия о том, чтобы мы перенесли данную процедуру на осеннюю сессию. Иначе мы не сможем соблюсти те сроки, которые установлены законом республики, и придется объявлять новый конкурс. Если 18 июня народные депутаты на пленарном заседании поддержат данный проект закона, то те 39 кандидатов, которые предварительно отобраны согласно объявленному конкурсу парламентом республики, они будут избраны на осенней сессии. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию пройдет на труднодоступных территориях в 28 районах Якутии. В частности, там, где проживают оленеводы, коневоды и на отдельных метеостанциях. Все необходимые меры безопасности от коронавируса будут соблюдены. По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов.
настоящее время идет работа по доставке бюллетеней и технологического оборудования территориальной избирательной комиссии. А потом, далее, в свою очередь, территориальные избирательные комиссии доставят эти избирательные участки до поселений, то есть до наслегов, где находятся участковые избирательные комиссии. А далее уже члены участковых избирательных комиссий будут организовывать выезды с целью организации голосования вот в этих труднодоступных и отдаленных местностях. И первые выезды планируется начинать с 15 июня. И досрочное голосование по закону может проводиться вплоть до дня голосования, до основного дня голосования, то есть по 30 июня включительно. Более 9 тысяч домов по всей Якутии входят в актуализированную программу Фонда капитального ремонта. Сейчас у работников начался самый ответственный сезон. Однако в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ограничительных мер работы пришлось скорректировать. Какие дома приведут в порядок в этом году, расскажет наш корреспондент Полина Долинская. Что такое необходимость в проведении работ капитального ремонта, жители этого дома по улице Дзержинского в городе Якутске знают не понаслышке. В последний раз ремонтные работы проводились здесь очень давно. Когда услышали 2 года назад, что у нас будет капремонт, мы не верили до последнего, пока в прошлом году не начали его делать. И вот в этом году уже завершающая 2-я часть ремонта идет. Мы с нетерпением ждем, когда наш дом будет опять красивым и хорошим, как был раньше. Планируется ремонт по фасаду здания, замене кровли и другие наружные работы. Однако в связи с введением ограничений по причине распространения коронавирусной инфекции на данный момент внутриквартирные работы пока приостановлены. Ну вот нам нужно, чтобы нам сделали крылечки, которые уже расползаются, чтобы нам водопровод поменяли. Ну вот, насколько я знаю, отопление нам не будут менять, хотя это тоже очень больной вопрос. У нас забиты батареи 1974 года практически не менялись ни у кого. И это ощутимый вопрос. Более 9 тысяч домов по всей Якутии входят в актуализированную программу фонда. И сейчас с наступлением тепла для его работников начинается самый загруженный период. Эпидобстановка в стране работу не облегчает. Тем не менее, подрядчики обещают, что все работы будут сданы в срок. У нас лето очень короткое, и работу везде надо успевать по капитальному ремонту. Вот есть фасадные работы, тут у нас лето практически только месяц, и остальные дождь начинается, вот так и так далее. Вот так. И отопление тоже, насчет отопления тоже очень короткое время дается. Вот поэтому нам все успеть надо. Действительно, сроки поджимают. Остается надеяться, что подрядчики свое слово держат. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Подать заявление на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Якутии можно до конца года. По состоянию на 10 июня поступило более 33 тысяч заявлений. Более 323 миллионов рублей уже зачислено на лицевые счета получателей. Выплата предоставляется с перерасчетом за все месяцы текущего года до подачи заявления. Срок принятия решения о назначении выплаты либо об отказе для каждой семьи индивидуален и зависит от состава семьи и сроках поступления информации по межведомственным запросам, но не превышает 20 рабочих дней со дня приема заявления. По вопросам начисления ежемесячного пособия можно обратиться на телефоны Управления социальной защиты населения и труда по месту жительства. Назначение выплаты осуществляется перерасчетом с 1 января текущего года по июнь включительно. Далее будет выплата назначаться ежемесячно. По каждому заявлению направляются межведомственные запросы в федеральные и региональные органы власти. Это Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, МВД России, органы ЗАГСа, органы опеки, службы занятости и так далее. По отдельным сведениям запросы направляются также в субъекты Российской Федерации. На сегодня специалистами Управления социальной защиты населения направлено более 2 миллионов межведомственных запросов для получения 17 видов сведений. Срок принятия решения о назначении выплаты либо об отказе для каждой семьи индивидуален. Он зависит прежде всего от состава семьи, а также от сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет
до 20 рабочих дней с момента принятия заявления. Гражданам очень важно правильно заполнять заявление и указывать всех несовершеннолетних детей. Перечисление ежемесячной выплаты осуществляться будет ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной выплаты. Алроса выпустила 1 миллион личинок чира в реку Вилюй в селе Крестяк Сунтарского района. Церемония состоялась в урочище «Соколиная коса». Примечательно, что зарыбление рек является добровольной инициативой алмазодобывающей компании, которая ежегодно финансирует этот масштабный проект. Совместно с Минэкологией Республики и Чернышевским рыбзаводом была поставлена цель увеличить количество разводимых рыб. Основные виды ранее были пеледь и ряпушка, но было принято решение разводить чира. Через 5-7 лет после достижения половой зрелости сегодняшние личинки должны подняться на реку Вилюй для нереста. Алмаздобывающая компания, которая руководствуется принципами бережного отношения к природе, ежегодно на природоохранные мероприятия выделяет около 6 миллиардов рублей. Это может стать хорошим примером для других промышленных компаний. Личинка доставляется в кислородных пакетах. После этого мы выкладывали личинку уже в реку Вилюй для сравнивания температуры, так как температура в бассейнах и температура в реке она у нас разнится. После этого уже мы совместными усилиями провели выпуск. Процент выживаемости меньше 1%. Но так как объемы будут увеличиваться, то этот процент выживаемости он будет уже сказываться на диком стаде. То есть будет пополнять уже дикое стадо чира, который находится уже на Вилюе. В дальнейшем выпуски должны стать регулярными и в большем объеме. В настоящее время реализуется план по развитию садкового хозяйства. Я надеюсь, что к концу года мы уже этот проект запустим. И после того, как будет сформировано маточное стадо чира, муксуна и пеледи, то, что у нас в плане стоит, объем выпускаемого видов он будет увеличен. Нынешний Сех-Аланхо, который должен был пройти в Алекминском районе в июне, перенесли. Национальный праздник состоится в 2021 году. Об этом нашему телеканалу сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Местников. Место не меняется. Эсэх в следующем году состоится там же, в Алекминске. По словам зампреда, подготовка шла полным ходом, и организаторы до последнего надеялись, что ситуация стабилизируется и праздник все же состоится. Но обстоятельства сложились так, что отмена Эсэха – лучший выход при напряженной ситуации. Мы рассматривали различные варианты проведения Сех-Аланхо, в том числе в формате онлайн. Но, к сожалению, онлайн-форматы и различные проведения такого праздника, как Сех-Аланхо, оно никак не приемлемо для нас. В 2022 году Сех-Аланхо пройдет в Верхневилюйском районе. В 2023 году Эсэх пройдет в Аймеконском районе, в 2024 году в Амгинском и в 2025 в Нерюнгрильском районах. В Алекминском районе проживает много национальностей. Их культуру и хотели показать организаторы и режиссер Сех-Аланхо. Жители с радостью ждали это культурное мероприятие, но впереди еще один год подготовки, чтобы провести национальный праздник по-настоящему на высоком уровне. Главой республики Асеном Сергеевичем было принято решение о переносе Сех-Аланхо на 2021 год. Учитывая важность данного национального праздника для всех жителей республики, его значение в укреплении национальных традиций, мы, алекминчане, искренне поддерживаем данное решение. По статистическим данным, в Алекминском районе проживает порядка 64 национальностей. Дружба народов в этом районе имеет давние корни. Об их истории Елена Фаст. У каждого района, города нашей республики свое, неповторимое лицо, своя особенность. Алекминская земля славится не только гостеприимством, уникальной природой, но и большим числом национальностей в мире и дружбе, проживающих бок о бок на его территории. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
Согласно статистическим данным, значит, более 64 национальностей проживает в нашем красивейшем районе. Хочу сказать, что своей деятельностью Центр культуры, конечно же, в приоритете ставит направление работы с представителями национальных культур. Популяризируем, сохраняем, возрождаем традиции народные. С самых первых лет воспитанники детского сада «Звездочка» знакомятся с культурой и традициями народов. Только в этот садик приходят ребятишек почти 20 национальностей. С прошлого года в районе проходит фестиваль, где также нашло отражение самобытность района. На День города состоялся финал этого фестиваля. Это было красочное, яркое зрелище. Значит, сразу же администрация города запустила второй проект, второй фестиваль на 2020 год. В этом году планы пришлось менять, но организаторы уверены, фестиваль продолжит свою работу. Мы сейчас готовимся, что к юбилею города все-таки наши участники реализуют свой творческий потенциал, они готовятся, они уже начали заниматься с хореографами. Пока это, конечно, точечно, это все онлайн происходит, но мы активно готовимся и думаю, что наших гостей нашего города и земляков мы порадуем вновь ярким, красочным действием на юбилее нашего замечательного города. Елена Фаст, Алекминск. Айсен Николаев сегодня выступит с обращением к якутянам. Глава расскажет о том, как регион будет снимать ограничения. Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио «Тытим» в 21:00 по якутскому времени. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.